Погодные явления внесли свои коррективы и в работу медучреждений. За прошедшие трое суток на пульс скорой помощи поступило 405 вызовов. В Камрате было 57 обращений в больницу, из них 49 госпитализаций. По Чедерлунге было 17 обращений и плюс 16 госпитализаций. По Вулканештам 31 обращение, из них 18 госпитализированных. Превалировали в основном гипертонические кризы и пневмония, и терапевтический профиль. Из хирургического профиля, значит, 6 переломов госпитализировано в Вулканештскую больницу, 9 переломов в Чедерлунгу, 3 перелома, 2 вывиха и 1 ушиб в Камратскую районную больницу. Всем была оказана соответствующая необходимая медицинская помощь. 2 пациентов в Камрате были прооперированы. Что касается родов, в Вулканештах 1 роды, в Камрате 1 роды, в Чедерлунге 5 женщин родили. Ну, там перинатальный центр, поэтому там родов больше. Наибольший пик всех сложностей проявился 7 числа, когда была пурга. Часть населенных пунктов дороги были закрыты, соответственно, вносили свои коррективы в работу скорой помощи. Где было возможно, скорая помощь пробивалась и старалась обслуживать абсолютно все вызова. Где это было невозможно чисто физически это сделать, мы наладили работу с первичным звеном. Хочу поблагодарить всех коллег из центров здоровья, семейных врачей. Несмотря на праздничные дни, все откликнулись, все работали, и таким образом, сообща вместе с специалистами скорой помощи, вместе со специалистами в больнице, мы эти вызова, значит, таким вот образом обслуживали. Что хочется здесь отметить и поблагодарить за слаженную работу, и поблагодарить всех коллег из Управления чрезвычайных ситуаций. 7 числа с угрозой преждевременного прерывания беременности из Казаклии у нас была только одна возможность перенаправить женщину в Тараклею. Руководство больницы нам не отказало, пошли навстречу. И совместно скорая помощь плюс Управление по чрезвычайным ситуациям пробились до Тараклеи, женщину госпитализировали, была оказана соответствующая медицинская помощь, квалифицированная. Ну и вчера отдельно хочу поблагодарить коллег из пункта скорой помощи Кангаза. С Котовского у женщины началась родовая деятельность, и, соответственно, погодные условия, полностью заметенные сугробы до 1,5–2 метров на одном из участков дороги между Кангазом и Котовского было просто невозможно преодолеть. Со стороны Котовского примар начал расчищать своей дорожной техникой, насколько возможно было. Мы подключились со своей стороны с дорожной техникой, но в таких случаях время решает очень многое. Поэтому мы увидели, что 200 метров просто снег как стена стоит, и трактора не могут быстро это все расчистить, поэтому было принято решение. Вместе с коллегами с этого экипажа скорой помощи мы прошли до места, где была эта женщина. Скорая помощь, экипаж был дополнительно укомплектован акушерками очень опытными, которые на месте осмотрели женщину в тех условиях, каких это было. Это просто отдельно у меня благодарность, им они вовремя. Был произведен осмотр, определились дальше с тактикой. И, в общем, уже с коллегами вместе мы до скорой помощи донесли на носилках эту женщину вместе с родственниками. И после этого женщина благополучно была доставлена в Камратскую районную больницу. Еще у нас 7 числа был прорыв в теплоснабжении Чедерлунской больницы. Прорыв был ликвидирован вчера. Значит, температурный режим соблюдался за счет каминов и кондиционеров. Значит, больница работала в штатном режиме. Сейчас во всех абсолютно палатах тепло, согласно санитарным нормам. И 7 числа также
сгорел насос Камрадской больницы и было прервано водоснабжение. Вчера был поменен насос и водоснабжение вчера же было восстановлено в больнице в полном объеме.